Время новостей на АТР «Заман». В эфире 23 октября, 1334-й день аннексии Крыма. В студии София Абляева. Добрый вечер. Новые обыски в Крыму. ОМОНовцы искали запрещенную литературу. На этот раз в доме сына крымского общественного активиста Фазыла Ибрагимова Энвера. Фазыл Ибрагимов, активный участник полян протестов, занимается земельными спорами в микрорайоне Стрелковое под Симферополем. В бахчисарайском кафе «Салачик» под прикрытием очередной проверки нагрянули неизвестные гости. Хозяин этого кафе Марлен Асанов. Он один из 6 задержанных крымских татар, в чьих домах ФСБ устроила обыски 11 октября. Все они сейчас находятся под стражей. Их обвиняют в участии в бахчисарайской ячейке запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир. Марлена Асанова оккупанты считают организатором этой ячейки. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию адвокатов Эмира Усейна Куку и оставил его под стражей. Заседание было закрытым, а защите отказали в аудиофиксации. В феврале прошлого года в результате обысков в домах крымских татар ФСБ задержала 12 человек. Среди них 4 жителя Ялты, активисты Эмир Усейн Куку, Вадим Сирук, Энвер Бекиров и Муслим Алиев. Их обвиняют в участии в запрещенной в России организации Хизб ут-Тахрир. Эмира Усейна Куку обвинили по статье «Насильственный захват власти» и включили в список террористов и экстремистов России. Для меня эти моменты являются очевидным указанием на то, что суд не заинтересован в объективности. Все доводы о необоснованности решения суда первой инстанции, все доводы защиты были также отвергнуты. «Свободу Умерову». Баннер с таким лозунгом появился на трассе Киев-Одесса. Таким образом, активисты из Умани решили поддержать осужденного в оккупированном Крыму заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова. В прошлую пятницу с гипертоническим кризом Ильми Умеров попал в бахчисарайскую больницу. Там его проведали соратники и друзья. Его состояние незначительно, но улучшилось. В сентябре Симферопольский суд приговорил Умерова по обвинению в сепаратизме к 2 годам колонии поселения. Сейчас здоровье его нормализовалось, он получает капельницы, настроение бодрое. Но из-за общей нервозности, которая существует сейчас в связи с этими судами, я думаю, у него подскочило это давление. Оболонский суд Киева в эти минуты определяет меру пресечения для 20-летней Даяны Шаль, подозреваемой в похищении младенца из киевского детского сада в пятницу. Момент, когда Даяна вынесла люльку с ребенком, зафиксировали камеры наблюдения. Как стало известно, отец младенца пришел в детский сад, чтобы забрать старшую дочь. Когда он отлучился от коляски на несколько минут, произошло похищение. В зале суда находится наш корреспондент Дарина Иванютенко. В зале суда находится наш корреспондент Дарина Иванютенко. Она нам расскажет, начался ли суд и что уже известно. Дарина, тебе слово. Ще не розпочалося засідання по справі 20-річної Даяни Шимель. Говорять, що, можливо, сторона захисту не встигне на саме судове засідання. В залі немає ні родичів, ні знайомих затриманої за викрадення 1,5-місячної дитини. Це сталося буквально позавчора. Вчора оперативники затримали дівчину в Київській області. Вона разом з дитиною перебувала в такому залізному вагончику. Говорять, що це мешканка з Вишгорода Київської області. І разом з декілька днів тому разом зі своїм співмешканцем вона вкрала дитину. І про що говорили оперативники, про що говорив головний поліціянт Києва, прошу пряму мову. Напрям поисків змістився до Київської області, підключились хлопці вже з Київської області разом. І всі, було встановлено місце знаходження, особа цієї жінки, особа її спільника.
за викрадення малолітньої дитини, за тримання її викраденої дитини дівчині загрожує до 5 років позбавлення волі. Ми будемо залишатися тут та розкажемо про перебіг суду, про запобіжний захід, який обиратимуть дитині дівчині в наступних випусках «Заман». Студія. Спасибо, Дарина. Это была наш корреспондент Дарина Иванютенко. Она находится в Оболонском райсуде Киева. Там проходит заседание по избранию меры пресечения 20-летней жительницы Киева, которую подозревают в похищении ребенка. В Харьковском ДТП улучшилось. Одна девушка в крайне тяжелом состоянии, еще одна беременная девушка и ныне находится в медикаментозном сне. Если ее вывести из этого состояния, это может привести к прерыванию беременности, объясняют врачи. Сейчас же ребенку ничего не угрожает. Об этом рассказала исполняющая обязанности руководителя областного управления здравоохранения Галина Сираштан. Консиліум спеціалістів, які неодноразово проходять протягом доби, буває 3-4 рази, все-таки сьогодні наполягає на тому, що вагітна повинна знаходитися в медикаментозному сні. Як довго це буде, будемо слідкувати за параметрами її здоров'я. Ну і сподіваємося, що нам підскажуть ще наші провідні фахівці із київських вузів. ДТП в Харькове произошло вечером 18 октября. В центре города столкнулись Lexus и Volkswagen Touareg. Lexus, за рулем которого была 20-летняя Алена Зайцева, вылетел на тротуар. Погибли 5 человек, травмированы 6. Дочь местного бизнесмена Алену Зайцеву оставили под стражей до 16 декабря. Статус второго участника ДТП, который сейчас проходит в деле как свидетель, может измениться. Об этом заявил представитель Міністерства внутрішніх дел України Артем Шевченко. Наразі він свідок, але він є, він нікуди не зникає, не ухиляється. Якщо слідство знайде його провину, він відповідатиме. Але відповідно до ступеня провини і ступеню зв'язку із цими трагічними наслідками, які були. Вече под парламентом выдвинула ультиматум президенту. От Петра Порошенко требует в 5-дневный срок внести в Раду законопроект об антикоррупционном суде и импичменте. В противном случае угрожают радикальными действиями. Срок ультиматума заканчивается в эту пятницу. В нас немає особистих якихось таких неправильних дій стосовно нашого президента. Ми не маємо намірів поганих і не хочемо його на даний момент скидати. Ми хочемо тільки того, щоб Україна по-справжньому була демократичною державою. Нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» на Татьяну Фельгенгауэр. Неизвестный напал на рабочем месте. После того, как ведущая провела утренний эфир, на нее напал мужчина и ударил ножом в горло. Нападавший задержан, ведущую госпитализировали. Редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем твиттер, что угрозы жизни его коллеги нет. В Стамбуле открылась выставка, посвященная деятельности крымско-татарского просветителя и учителя Февзи Алтуга. Как последователь и соратник Исмаилбега Спринского, он продолжил его дело и сделал образовательную систему в Турции более доступной, прежде всего для детей. На выставке побывали и наши журналисты. Выставочный зал в частном колледже, ныне элитного района Стамбула Ешилькёй. Посетители с интересом разглядывают фотографии столетней давности. Когда-то эта местность была провинциальным поселком с одной лишь школой, которую основал крымско-татарский эмигрант начала прошлого века Февзи Алтуг. Глядя на эти фотографии, можно увидеть, что в 1920-х годах Турция, прошедшая через множество войн, была бедной страной. Несмотря на это, Февзи Алтуг смог основать школы и запечатлел это на фотографиях, чтобы они дошли до наших времен как документы. Стоит отметить, что когда человек искренне хочет сделать что-то для своего народа, для него не является помехой отсутствие возможностей. Февзи Алтуг, получив образование в Стамбуле, а затем у самого Гаспринского, впоследствии внес важный вклад в крымско-татарскую и турецкую образовательные системы. Его работы, статьи и стихи опубликованы в книге «Колючие отношения. Воспоминания и стихи одного крымского
учителя. Fevzi Altuğ, Kırım doğumlu. Февзи Алтуг родился в одном из сел Кизлева, Евпатории. В 14 лет приезжает в Стамбул, чтобы получить образование. После окончания учебы какое-то время работал в комиссии по эмиграции и потом вернулся в Крым. Начал работать с Исмаилом Гаспринским. Они выпускают газету «Терджиман». Он занимается непосредственно распространением газеты. В то же время Гаспринский обучает моего деда по новой методике, и дед становится учителем. Yeni metotla eğitiyor. Основатель частных колледжей Хильмин Акипоглу считает, что образование важно для каждого человека. Предоставив помещение одного из своих колледжей для фотовыставки, посвященной деятельности Февзи Алтуга, Накипоглу провел параллель сквозь века, так как сейчас занимается тем, чем занимался 100 лет назад крымско-татарский деятель образования. Несмотря на то, что тогда еще не было возможностей, тогда еще не было построено наше государство, уважаемый Февзи Алтуг, человек с большим сердцем, дал возможность получать знания детям того времени. Мы постарались с помощью этих фотографий будто отмотать фильм на 100 лет назад, показать и дать почувствовать посетителям его деятельность, его взаимоотношения с людьми и учениками. Открытие выставки приурочено к столетию открытия школы Февзи Алтугом в Ешелькёе. По словам организаторов, главным ее посылом является то, что наиважнейшим фактором в развитии любого общества является образование. Выставка продлится до конца месяца. Эмине Халил, Владлен Мельников, Заман, АТР, Стамбул. Это все новости к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке в 17:00. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Бугунь». Оставайтесь с нами.